Приветствуем вас, дорогие друзья! На прошлом уроке мы изучили, как разговаривать на тему университета. А на этом уроке мы с вами научимся разговаривать о погоде и приглашать человека в кино. Давайте же начнем! Как всегда в самом начале, поздоровайтесь со своим другом так, как мы учили вас в предыдущих видео. Для того, чтобы поинтересоваться, какое настроение у вашего друга, спросите «Манайыңыз қандай?». Давайте повторим «Манайыңыз қандай?». На ваш вопрос собеседник ответит в зависимости от настроения. Мы проведем вам самые распространенные ответы. Жақсы, хорошо. Жаман емес, неплохо. Ең сонун, очень хорошо. Дурус, неплохо. Жаман, плохо. Настает тот момент, когда вы должны пригласить своего друга в кино. И именно от того, как вы скажете эту фразу, зависит ответ вашего собеседника. Скажите «Жүріңіз, жаңы тасманы көрелі», что будет переводиться как «Давайте пойдем и посмотрим новый фильм». Давайте произнесем эту фразу вместе. Жүріңіз, жаңы тасманы көрелі. Жүріңіз, жаңы көркем тасманы көрелі. Давайте пойдем и посмотрим новый художественный фильм. Жүріңіз, жаңы дәректүү тасманы көрелі. Давайте пойдем и посмотрим новый документальный фильм. Надеемся, что ваш друг ответит вам фразой «Жан дилим менен», что будет означать «с удовольствием». Также мы собрали некоторые из самых распространенных ответов. Болып тур, ладно. Мен мақұлмын, я согласен или я согласна. Албетте, конечно. Мен қаршы емесмін, я не против. Жоқ, рахмат. Нет, спасибо. Мен бара албайм. Я не могу пойти. Тилекке қаршы мен бош емесмін. К сожалению, я не свободна. Алло. Құтманды күніңіз менен. Құтман күн. Маңайыңыз қандай? Жақсы, рахмат. Жүріңіз жаңы тасманы көрелі. Жан дилим менен. Ваш друг уже согласился пойти, но он хочет узнать, в какой кинотеатр вы пойдете. Для этого он скажет «Қайсы кинотеатрға барабыз?», что будет означать «в какой кинотеатр пойдем?». Давайте повторим. «Қайсы кинотеатрға барабыз?». На это ответьте «Космопарк кинотеатрына барабыз», что в переводе на русский язык значит «мы пойдем в кинотеатр Космопарк». Давайте повторим. Космопарк кинотеатрына барабыз. Также ваш друг поинтересуется, во сколько начнется сеанс. Это будет звучать так. Сеанс қаншада башталат. А теперь повторите сами. На это вы ответите «Сеанс саат 7-де башталат», что будет значить «сеанс начнется в 7». Вместо 7 часов вы можете сказать другое время сеанса. Сеанс 6-да башталат. Сеанс начнется в 6. Сеанс 6:30-да башталат. Сеанс начнется в 6:30. Сеанс 7-ге 15 минут қалғанда башталат. Сеанс начнется без 15:07. Сеанс 6:15-те башталат. Сеанс начнется в 6:15. Внезапное изменение погоды может испортить поход в кино. Лучше заранее поинтересоваться по этому поводу. Скажите «Аба ырайы эртең қандай болот, билесіз бе?», что в переводе на русский значит «Не знаете, какая завтра будет погода?». Также вы можете сказать «Аба ырайы бүгін қандай болот, билесіз бе?», что будет значить «Не знаете ли, какая сегодня будет погода?». На это ваш друг может ответить различными вариантами, такими как «Эртең жылуу болот», «Завтра будет тепло», «Эртең ысык болот», «Завтра будет жарко», «Эртең суук болот», «Завтра будет холодно», «Эртең салқын болот», «Завтра будет прохладно». Эртең қар жаашы күтүлөт. Завтра ожидается снег. Эртең шамал болушу күтүлөт. Завтра ожидается ветреная погода. В конце разговора обязательно попрощайтесь, сказав «Мақұл, анда көрішкөнчө», что будет означать «Хорошо, тогда до встречи». На что вам ответят «Кечинде көрішөбүз», что значит «Увидимся вечером». Қайсы кинотеатрға барабыз? Космопарк кинотеатрына барабыз. Сеанс қаншада башталат? Сеанс саат 7-де башталат. Аба ырайы эртең кандай болот, билесиз бе?
Ертең жылуу болот. Рахмат. Макул, анда көрүшкөнчө. Настал вечер, и вы с вашим другом встретились в кинотеатре. Теперь можно поговорить по поводу фильма. Ваш друг пока еще ничего не знает о нем, и поэтому, скорее всего, он задаст вам следующий вопрос. Бул тасма эмне деп аталат? Что значит, как называется этот фильм? А теперь ваша очередь сказать. На это вам ответит. Если ваш друг хочет узнать, кто снимается в главной роли, то он скажет «Бул тасмада башкыролду ким аткарат?», что будет значить, кто снимается в главной роли в фильме. Давайте повторим вместе. Бул тасмада башкыролду ким аткарат? На что вам нужно ответить «Башкы ролдо Леонардо Ди Каприо ойнойт», что переводится как «В главной роли играет Леонардо Ди Каприо». Вместо этого актера вы можете назвать любого другого актера. После просмотра фильма ваш друг наверняка поблагодарит вас, сказав «Чакырганыңыз үчүн рахмат», что будет значить «Спасибо за приглашение». А вы в ответ можете сказать «Келгениңиз үчүн рахмат», что будет значить «Спасибо за то, что пришли». Возможно, ваш друг предложит пойти покушать и скажет фразу «Тамак ичпейлиби», что будет дословно означать «Может, покушаем?» Давайте повторим эту фразу. «Тамак ичпейлиби». На это скажите «Мен каршы эмесмин», что будет означать «Я не против», или используйте один из следующих вариантов. А теперь давайте посмотрим весь диалог. Алло, Кутмандуу күнүңүз менен. Кутман күн. Маанайыңыз кандай? Жакшы, рахмат. Жүрүңүз жаңы тасманы көрөлү. Жан делим менен. Кайсы кинотеатрга барабыз? Космопарк кинотеатрына барабыз. Сеанс канчада башталат? Сеанс саат 7-де башталат. Аба ырайы эртең кандай болот, билесизби? Эртең жылуу болот. Рахмат. Макул, анда көрүшкөнчө. Кутмандуу кечиңиз менен. Кутман кеч. Сизди көргөнүмө абдан кубанычтамын. Мен дагы. Бул тасма эмне деп аталат? Бул тасма Бриджит Джонстон күндөлүгү деп аталат. Башкы ролду ким аткарат? Башкы ролдо Ренне Зеллвегер ойнойт. Чакырганыңыз үчүн рахмат. Келгениңиз үчүн сизге рахмат. Мына сиздин орусча, кыргызча сүйлөшмөңүз. Мен сизге абдан ыраазымын. Эч нерсе эмес. Азыр тамак ичпейлиби? Мен каршы эмесмин. Данный диалог был составлен по книге Гульмиры Душеевой «Кылым карыткан тил». С вами была Марджана Кадырова. Изучайте кыргызский язык, ведь это так интересно.